Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, са студыі Еўрарада абмяркоўваем падзеі Беларусі і за яе межамі з нашымі шаноўнымі экспертамі і гасцямі. І сёння наш эфір першы мы распачынаем з дырэктарам даследчых праграм усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў, адным з аўтараў кнігі «Палітыка Расіі па Беларусі пасля 2020 года» Аркадзем Мошасам. Добрый день, спадар Аркадий. Добрый день. Дякую, што адгукнуліся і далучыліся да нашага эфіра. Ведаю вашу занятасць, таму адразу не будзем доўга разважаць на розныя тэмы, а возьмем, як кажуць, быка за рогі. Дакладней, былога прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведева, які нечакана заявіў, што Фінляндыя рыхтуецца да вайны і ледзь не плацдарм рыхтуе на сваёй тэрыторыі для нападу на Расію. Адпаведны артыкул ён напісаў. Паколькі вы фактычна знаходзіцеся, ну можна сказаць умоўна, на гэтым плацдарме, з якога будзе там напад на Расію адбывацца. Скажыце, ласка, вот як у Фінляндыі паставіліся да гэтай заявы Медведева, можна яе ўвогуле сур'ёзна успрымаць, і што вам бачыцца, з-за чаго раптам вот такія накіды ідуць з боку былога прэзідэнта расійскага? Ну, почему господин Медведев превратился в блогера Медведева, который борется за популярность, наверное, всем уже зрителям давно понятно, но надо же как-то вообще оправдывать свое существование и должность, и развивать чувство юмора, и для этого, наверное, немалые деньги платятся людям, которые думают, что они удачно шутят на эти темы. Я думаю, что он просто ищет популярности, причем он ищет популярности не даже среди российских граждан и российских избирателей, он ищет популярности в среде тех людей, которые потенциально рассматриваются как вот та группа, да, которая будет решать, кому перейдет власть после того, как у власти не станет Путина. Когда-то это должно будет произойти, хотя теперь, как мы понимаем, после его разговора с председателем Си Цзиньпинем, что это 150 лет должно сначала ему исполниться, может быть и так. Ну, так или иначе, Медведев, я не думаю, что то, что он пишет, надо воспринимать крайне серьезно. Какие-то, еще раз говорю, какие-то отголоски дискуссий и стремление понравиться какой-то группе людей, которые после Путина, возможно, в состоянии будет отправить его в какие-то места не столь отдаленные. На самом деле люди, которые близко к нему были к нему близкие, которые входили в его команду, в общем, многие из них после возвращения Путина к власти в 2012 году оказались за решеткой. Самому Медведеву это, наверное, пока существует Путин, не грозит, но дальше никто не знает. А если, так сказать, смотреть на вопрос, Финляндия проводит свою оборонную политику, она вступила в НАТО, она где-то укрепляет какие-то участки границы, она проводит, так сказать, у Финляндии достаточно серьезные вооруженные силы. По меркам нашего региона здесь, так сказать, северо-балтийского. Финляндия в свое время не поддалась вот этой эйфории, под которую подпали шведы, частично норвежцы, которые думали, что времена, когда военная сила имела значение, прошли, теперь надо иметь там 1,5 миротворца, и на этом все закончится. Финляндия сохраняла систему призыва, поэтому Финляндия обладает огромным резервом. Она проводит переподготовку тех частей этого резерва, я имею в виду людей конкретных, которые, не дай бог, конечно, понадобятся в случае войны, но как бы здесь никто, в особенности военные, не испытывают никакой паники и ее не распространяют. Начиная с президента, который, так сказать, периодически повторяет, что с его точки зрения Финляндия готова. Опять-таки, это его точка зрения, он знает больше и лучше. Но здесь политический процесс продолжается спокойно. И в том, что касается военной политики, военно-технической политики, все тоже идет достаточно спокойно, без авралов. Может быть, это, собственно говоря, Медведева и тревожит, что как бы никакие заявления, приходящие с российской стороны, и я думаю, что это можно предсказывать на перспективу, пока в Украине происходит то, что там происходит, пока Украина держится. Значит, Медведева это, видимо, как-то выводит из равновесия. Но здесь все достаточно спокойно.
Атрымліваецца, што яны пакуль вось ёсць такая вайна ва ўкраіне, паколькі ёсць там напружанасць, яны каб можа быть адцягваць увагу еўрапейскіх краінаў, спрабуюць там некая напружанасць стварыць, напалохаць іх, каб яны можа быть менш займаліся, выдаткоўвалі сродкаў на сваю бяспеку, на сваю абарону, чым дапамагалі ўкраіне. Ну да, наверное, но опять-таки для этого нужны люди более серьезные, чем бывший российский президент. Место-блюститель президентского кресла. Ну так, да. Давайте мы яшчэ раз вернемся до нашай з вами папярэдняй размовы, якая была, ну, где-то, может быть, трошку больш за месяц тому, і мы з вами размаўлялі про перамоўны трек Мінск-Вашынгтон. І вы тады выказалі перакананне, что такого стабільнага, грунтоўнага, рэгулярнага, як трека менавіта перамоўнага паміж Мінскам і Вашынгтонам нема. Ну вот ёсць там такія вот размовы сітуатыўныя і не больш за тое. Калі на сённяшняга пункту гледжання глядзець на гэтую сітуацыю, на гэтыя званкі Трампа, прычым узгадкі Трампам Лукашенко і сітуацыі в Беларусі і перамоваў, якія вядуцца не адзін, а по-моему 2 ці 3 разы. Пра што гэта можа сведчыць? Я не вижу никаких, опять-таки, переговоров. Был звонок Трампа, замечательно, так сказать, он хотел поговорить. Это интересно, на самом деле. Я действительно не думаю, что любой другой из, так сказать, прошлых президентов США, за деятельностью которых я следил, просто так вот решит позвонить Лукашенко и, ну, как бы, пользуясь случаем, попытаться выявить у него, наверное, выяснить какие-то потенциальные реакции Путина на что-то, опять-таки, что Америка потенциально будет делать. Ну, Трамп, он непредсказуем, это одна вещь. А главное, что Трамп, он и непродуктивен. Его публичный имидж построен на том, что он может выйти и сказать, ну, я не знаю, вчера я думал так, сегодня я думаю так. Может быть, мы введем жесточайшие санкции в адрес России и Путина, а может быть, мы делать этого не будем. Подождем, посмотрим. Ну, когда у вас политик, который вот строит свою даже публичную позицию, наверное, и дипломатическую позицию, таким образом, очень трудно применять какие-то серьезные методы анализа к тому, что происходит. Вот еще раз говорю, мы знаем о там телефонном звонке, я вот внезапно, тут пару дней назад, может быть, вчера даже, я уже потерял счет, появившимся каким-то сообщением, что которые свелись к тому, что Трамп надеется, что Лукашенко отпустит всех политических заключенных и скоро. Ну, опять-таки, слова его типа «скоро», мы надеемся, мы ждем. За последние, так сказать, полгода его пребывания у власти столько раз менялись и потеряли всякое значение, что это надо фиксировать. Записали, что такое состоялось. И все. Переговорного процесса, я еще раз говорю, я не вижу переговорного процесса. Я вось звярну увагу на тое, вот, што вы адзначылі таксама, гэтыя узгадка ізноўку Трампам палітвязняў Лукашэнкі, тое, што ён яго ў чарговы раз там назваў моцным лідарам там і гэтак далей, але ў той жа час сказаў, што у Лукашэнкі знаходзіцца амаль 1400, як это пераклалі прапагандысты, типа там зняволеных, а ён то сказаў закладнікаў. І вось гэтае тое, што ён ўсё ж таки узгадвае між іншым гэтую тэму, гэта такая спроба націснуць на Лукашэнку, гэта спроба, каб ён ўсё ж таки як мага хутчэй вызваліў гэтых людзей, ці проста гульня на публіку, як вам бачыцца? Ну, может быть, и не совсем игра на публику, но это означает, что он прочитал какие-то документы при подготовке к выдаче вот этого очередной порции политических заявлений. Правильно ему бумажку советники положили на стол, правильно он запомнил, а дальше начинается как бы, если кто-то захочет интерпретировать это как попытка давления, ну, наверное, попытка словесного давления, да, но попытка интерпретировать вот эти слова как реальное начало проведения по отношению к Лукашенко политики, как ужесточение какого-то, так и облегчение санкций. Ну, трудно, так сказать, вот
взять эти пара предложений, которые прозвучали, и сделать из них какую-то концепцию, которая типа якобы должна вот-вот начать применяться. И я думаю, что этого не происходит просто. Ему не до этого. У той же час шмат хто кажа, што Лукашенку, ну па-першае, безумоўна, прыемна, што сам прэзідэнт ЗША яму сам па сваёй ініцыятыве тэлефануе. З другога боку, гэта магчымасць яму сапраўды наладзіць адносіны з ЗША. І тут ёсць некалькі момантаў. Усё ж такі, як вы думаеце, патрэбна яму вот гэтая магчымасць налажвання адносінаў з ЗША? І наколькі моцна? Калі моцна, то чаму б яму сапраўды не выпусціць гэтыя 1300-1400 чалавек, пра якія гаворыць Трамп, зрабіць Трампу прыемна, можа быць, такім чынам наблізіць яго да атрымання Нобелеўскай прэміі міра і заявіць пра сябе, сказаць, што вот мы тут з Трампам сябры, мы тут вот на адносіны наладзілі. Што яму перашкаджае так зрабіць? І ці зробіць ён гэта? Нет, он не отпустит заключенных в ближайшее время. Он почувствовал, что это ресурс, что это в том числе тема, которая раскалывает и оппозицию, раскалывает и, так сказать, жителей и граждан Беларуси, которые остались внутри страны. Поэтому он будет дальше держать этот козырь и, может быть, отщипывать от него какие-то кусочки, но в целом он ничего делать не будет. Что мешает? Ну, во-первых, потому что он не считает, что это было бы правильным шагом. Он в его расчетах, на мой взгляд, конечно, это действительно козырь, который надо отдавать очень, очень осторожно, аккуратно, в обмен на какие-то очень большие подвижки или за большие ковришки. Это первое. Второе — это то, что мы можем об этом попозже немножко поговорить подробнее. Вот поездка в Китай, собрание вот этих вот людей, они показали, люди, которые сейчас съездили в Китай, показали, что для них Китай является сегодняшним лидером мира. И быть в свите, так сказать, императора китайского, удачно подходящее слово, в этот период важно, чтобы и будучи там, нельзя одновременно этим самым не продемонстрировать, что они выбирают Китай, а не Америку. Америка эти тоже вещи будет помнить. Второй закон Ньютона — действие равно противодействию. Если вы, так сказать, бьетесь, вы идете демонстрировать Америке, что вы не только не хотите возвращения ее гегемонии, но готовы сотрудничать с такой страной, как Китай, которая будет лидер борьбы против американской гегемонии, это значит, что у вас есть определенные стратегические взгляды. У Лукашенко эти стратегические взгляды были, они были антизападные. Он как бы считал, что ему нужна независимость, по крайней мере, в собственном процессе принятия решений, что полное попадание в карман к Путину для него все-таки это слишком много, хотя он там оказался. Но вот он пытался, чтобы как бы западный фактор, западный вектор, западная половинка качелей как-то присутствовала вот в этом процессе сдачи им фактического суверенитета Беларуси Москве. Но это все в прошлом. Он делал это 30 лет, и в какие-то временные периоды это получалось лучше, в какие-то хуже, но стратегически, в общем, как-то получалось до 2020 года. После 2020 года оно уже не получается, но это не значит, что он может поменять свою систему взглядов. Вось давайте ўсё ж таки звернемся до гэтай кітайскай тэмы, але з такого пункту гледжання. Вось вы зараз самі сказали про тое, что тыя, хто паехаў у Кітай на гэтае святкаванне, яны прадэманстравалі свой, ну назовем это, геапалітычны выбор, на чыім баку яны стаяць. І вось ужо сфармавалась, умоўна кажучы, гэтая канкрэтная антыамерыканская коаліцыя на чале з Кітаем, под крылом Китая, там ці под камандаваннем Китая, можна по-рознаму сказаць. І ўсё ж таки Лукашенко там прысутнічаў сапраўды як лідар ці кіраўнік, які таксама зрабіў геапалітычны выбор, ці ён просто прыехаў туды статыстам? А это одно другому не противоречит. Вы можете сделать выбор, а другая сторона может вас считать статистом. Как в том анекдоте, так сказать, с этими договорились, осталось уговорить английскую королеву. То есть как бы ему было важно там быть в эти дни. Мы видим, что там тоже были свои иерархии, даже во множественном числе, я, может быть, не во всех них разбираюсь, но мы, безусловно, видели. Я смотрел трансляцию парада, я смотрел, когда показывали трибуны очень внимательно. Понятно было, что вот
апофеоз всего – это проезд Си Цзиньпиня вдоль, так сказать, выстроенных войск. Это триумф одного человека, который ассоциирует с собой триумф Китая. Но вот если писать эти иерархии, то вот есть он. Так сказать, сегодняшний властитель поднебесный срединного государства, как угодно называть, это Китай. Потом вот и появляется вот эта картиночка, где там справа Путин от него, а слева северокорейский руководитель Ким Чен Ын. И это вторая группа. А вот что там дальше, мы как бы уже не очень понимаем, потому что вот опять-таки все СМИ обошла вот эта фотография, где Лукашенко в принципе как бы в первом ряду, но как он туда попал? Может быть, просто он выше многих и мог просто побыстрее пойти специально, чтобы оказаться на линии этого фотографирования. Я не знаю. Но я не хочу никого, так сказать, всех людей, которые там были, сводить к положению статистов. Это было бы неправильно. Прежде всего, на самом деле, это было бы неправильно, потому что повод, по которому они все собрались, он все равно положительный, он все равно благородный. Это повод как бы отпраздновать 80-летие окончания Второй мировой войны и войны, соответственно, на Тихоокеанском театре, вспомнить. В этом ничего плохого нет. Опять-таки, вот когда люди начинают говорить о том, что, значит, там вот у Китая погибло столько-то миллионов людей, это правильно, об этом надо говорить. И надо говорить и на Западе, и в России, потому что все равно все привыкли к тому, что политика мировая европоцентрична, западоцентрична. А это не так. Это давно уже просто не работает таким образом. То есть очень хорошо, что они туда приехали, и что они решили, что это будет важный повод. То, что под это дело, так сказать, были подстегнуты саммиты таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества, чтобы 2 раза в них вставать, ну, это уже как бы, может быть, и это нормально с точки зрения дипломатической практики, но, может быть, этого не надо было бы делать сейчас. Ну, так или иначе, считать Лукашенко фигурой, которая находится даже где-то в относительном центре вот этого конгломерата людей, не приходится. Он таковой не является. Он не Путин, и именно поэтому он был там, где он был. І ў такім выпадку, што вот у выніку гэтага свайго выбару ён атрымаў гаранты, подвышэнне легітымнасці, там ці вот што для чаго было рабіць гэты выбор? Ничего он не получил. Ну, как бы пиар есть пиар. Пиар живет своей собственной жизнью. Его, так сказать, соответствующие товарищи, которые обеспечивают картинку на белорусском телевидении, обеспечат ему картинку, расскажут, как он там, какие важные переговоры он провел, какие важные он там бумаги подписал, с тем, с другим пообщался. Ну вот, собственно говоря, и все. Мы не видим денег, мы не видим гарантий, мы не видим вообще даже, я еще раз говорю, мы не видим желания и не увидим в ближайшее время желания западных структур каких-то и политических в том числе идти с ним на серьезные разговоры. А что касается Востока, Беларусь просто слишком маленькая. И сама по себе она не субъектна в такого рода разговорах. Мы опять-таки весь этот год наблюдали за его встречами с достаточно большим количеством визитеров, так сказать, из Африки, там еще откуда-то. Ну, опять-таки, это тоже все обеспечивает картинку. А я даже, например, не знаю, покупают ли они трактора до сих пор. Потому что, так сказать, то есть Беларусь не может кредитовать свой экспорт, а, значит, соответственно, у них нет денег на закупки этих вещей. И это все вот разбивается, такие простые мелочи. Но на фоне, это все идет на фоне звона, белого шума в газетах, безусловно. Але ну ладно, там Лукашенко, няўжо вот все ж таки нейкім чынам Китай не аддзячыць ну Беларусь там нейкімі інвестыцыямі, нейкімі новымі праектамі, новымі укладаннямі там ці чым-небудзь за тое, что яна как бы дзякуючы Лукашенко стала чальцом гэтай антиамериканской коалиции? Он в Россию-то не сильно инвестирует. И очень осторожны все, так сказать, аналитики в своих оценках даже ближайшего будущего там практических вещей, значит, какие-то вот договоренности, которые достигаются, типа там безвизового режима, у Беларуси надо отдать должное, он был раньше, чем он был в России, это
как бы, наверное, важно по-своему. Но вот как бы начинается, вот они решают это, дальше начинается вопрос, а что вы будете делать с банковскими переводами? Вот у вас что, каждый русский турист должен ехать с мешком юаней? Если я не ошибаюсь, поправьте меня, у юаня, по-моему, самая крупная наличная бумажка – это 100 юаней, это, грубо говоря, 10 евро. Вот, а карточки МИР там не работают. А карточки Visa там тоже не будут работать. И что делать? И вот вы начинаете развивать туризм, у вас встает вот это. Вы начинаете говорить о банковских каких-то делах, у вас возникают американские санкции. Вы начинаете говорить о транзите через Россию. Я в свое время следил достаточно внимательно за перипетиями вот этих разговоров о строительстве высокоскоростной магистрали там, из Петербурга в Москву и дальше до Казани, которая, по идее, должна была быть построена на китайских... Не уверен, что с китайскими инвестициями, но точно с заимствованием китайских технологий. Китай отказался строить ее, он не видит в этом необходимости для себя. А что касается Беларуси, здесь помимо параллелей общих с Россией в данном контексте, есть два момента, на которые надо... Просто их надо помнить, это уже тоже история. Весь интерес экономический и транзитный Китая к Беларуси, к этим всем большим камням, или как они там называются, технопаркам, он ведь был связан с двумя вещами. И это было задолго до 2020 года. Первое – это возможность таким образом войти на рынок Евразийского экономического союза. На тот момент, когда он создавался, там, в 2013-2014 году, не очень было понятно, насколько он будет протекционистски закрытый от китайских товаров. И поэтому для Китая войти в этот рынок через Беларусь имело прямой и как бы очень логичный экономический смысл. Как бы производите свои штуки внутри этого союза, и вы попадаете на российский, там, казахстанский в данном случае рынок. Это первое. А второе, чисто территориально, этот парк находился бы на границе с Европейским Союзом. Тогда Россия и Европейский Союз, и, соответственно, ЕАЭС и Европейский Союз еще толком не разругались. Но вот на сегодня обе эти мотивации, они отсутствуют. Потому что на российский рынок или не надо входить вообще, или надо входить таким образом, как туда вошла китайская автомобильная промышленность. Вот что они... Причем здесь Беларусь? Ни при чем. И, соответственно, второе тоже фактор больше не работает, потому что Беларусь, может быть, и находится территориально на границе Европейского Союза, но торговать с ним она толком не может. У Китая есть десятки других вариантов развивать свои экономические отношения с Западом, и он их и дальше будет развивать. Таким чынам Лукашенко зрабіў вось гэты выбор на карысць Китая. Там неважно уже там спрабуючы аслабіць, можа быть, сваю зацягнутасць і залежнасць ад России, так ці інакш, але адразу прагучалі выказванне про тое, что гэтае яго рашэнне, гэты яго выбор не вельмі-то спадабаецца Вашингтону. І лагічна, вы таксама кажаце про тое, что ўсё ж таки Вашингтону гэтая антыамерыканская коаліцыя не вельмі падабаецца. У той же час узгаданная нами з вами вот это вот словы Трампа про ізноўку 1400 палітвязняў, Лукашенко як моцнага лідера з'явілася пасля вяртання Лукашэнкі з Китая. То есть атрымліваецца, что не вельмі-то, ну прынамсі, пераход на китайскую позицию Лукашэнкі как бы усхваляваў Трампа, ці як вот до гэтага ставіцца? Я не знаю, мне кажется, нам не надо так глубоко пытаться входить в эту психоаналитику. Надо смотреть надо на инвестиции, смотреть надо на договоры, смотреть надо на какие-то очень четкие вещи. А вот этот вот флер вокруг раздувать, мне кажется, просто не стоит. Давайте звернемся до ситуации военной у нашем регионе. Это война российско-украинская. Усё ж таки апошнія дни показывают узмацнение атак, ну, паветраных у першую чаргу России над Украину. А гэта уже как бы пасля того адбываецца, як скончыліся чарговыя 2 тыдні, якія там Трамп даваў Путину на тое, каб той зрабіў высновы. Ці варта чакаць, что ўсё ж таки нейкія сур'ёзныя
будуць крокі з боку ЗША у дачыненні да России, там ці то санкцыі, ці то яшчэ што-небудзь, ці это ізноўку будзе адам яму яшчэ 2 тыдні, адам яму яшчэ 2 месяцы і Путин хочет мира и гэтак далей. Я думаю, что разговоров будет немножко меньше, там, да, 2 недели, да, это как бы, это, в общем, позиция политическая, дипломатическая, она себя исчерпала. Но Трамп, он потому и Трамп, в отличие от многих его предшественников, что у него всегда есть выбор. У него есть выбор пойти на конфронтацию, на ужесточение конфронтации или сделать вид, что он вообще ни при чем. Что это как-то вот каким-то образом происходило в мире, а он продолжал оставаться гением и корифеем всех, так сказать, дипломатии и чего угодно. И 6 войн он уже остановил, ну а 7-я тогда, ну не получается, ну бог с ним, все равно будет 6-1. 6 остановил, 7-ю не остановил. Я не знаю, какой выбор он сделает, но склоняюсь к тому, что он как бы, он просто устранится. Ему там есть чем заниматься, и тут ведь есть, тут никак мы не уйдем от этого Китая. Смысл американских санкций ведь не в санкциях, не в продолжении наращивания объема первичных санкций на Россию. Смысл этих санкций во вторичных санкциях. То есть они попробовали Индию, пока мало чего получили, скорее всего, получили очередную головную боль. Мы уже видим, что, так сказать, он же с такой обидой пишет, что они там все могут собираться и просить китайского лидера передавать им приветы. Но вот они попытались ввести санкции на Индию, по сути, вторичные, и даже это не получилось. То есть вопрос, который стоял и стоит, это если вы сейчас вводите вторичные санкции, вы должны прежде всего вводить их в отношении Китая. И в этом случае у вас может, так сказать, начаться реальная, значит, экономическая война между США и Китаем, которой пострадают обе стороны, но в которой политические интересы Трампа внутри Америки пострадают прежде всего, потому что это будет означать инфляцию, это будет означать удорожание огромного количества продуктов ширпотреба, и люди будут говорить: минуточку, а зачем мы все это терпим? То есть чтобы Путин недополучил какие-то еще там пару паршивых миллиардов, значит, от торговли нефтью, мы вот здесь сейчас должны платить за игрушки для наших детей в 3 раза больше. Я думаю, что Трамп это очень хорошо понимает. Инстинктивно он своего избирателя, которому внешняя политика по барабану, он знает и понимает, он же поэтому, его поэтому избрали в 2016 году и поэтому переизбрали сейчас. Он умеет именно говорить языком вот этих людей и пробуждать в них какие-то надежды. А в основной массе эти избиратели внешней политикой вообще не интересуются. Поэтому как бы я вот очертил, так сказать, параметры выбора. Мне кажется, параметры выбора, выбор, который он сделает скорее, это не новые санкции, а просто перестать об этом говорить. Угу. Ну да, тады і атрымліваецца, што ўсё гэта кладзецца на плечы Еўропы, уся гэтая сітуацыя, падтрымка Украіны і гэтак далей. Наколькі мы ўжо з вами гаварылі на этую тэму не адзін раз, але наколькі сёння вот змянілася сітуацыя, наколькі гатоўнасць да такого сцэнара Еўропы ёсць, наколькі яна высокая, эта гатоўнасць? Ее еще нет, она формируется. То есть вот еще раз, я все время говорю о процессе. Вот Европа — это процесс. Я сам могу, так сказать, позволить себе саркастически пошутить там в адрес результатов очередной встречи, очередных высказываний Макрона, очередных высказываний там немецких руководителей, хотя высказывания немецких руководителей в последнее время стали гораздо более серьезными и понятными, и практичными. И это, в общем, тоже не мелочь. Европе очень не хочется менять парадигму. То есть мы уже тоже говорили об этом, что когда первый раз пришел Трамп, они, так сказать, зажались, не то что сунули голову в песок, но ждали, что Трамп так или иначе, его взгляды окажутся не в состоянии удерживать внимание американцев слишком долго. Когда после первого срока он проиграл Байдену, европейцам казалось, что трансатлантическое единство восстановлено, дальше все будет как при бабушке, дальше опять американцы возьмут на себя ответственность за
так или иначе обеспечения безопасности Европы. Этого не произошло уже даже и при Байдене. А приход Трампа, так сказать, в этом смысле стал очень серьезным отрезвляющим моментом. Еще раз говорю, европейцы выкручиваются, они придумывают какие-то вещи, что а вот давайте мы увеличим вроде как военные расходы, но эти военные расходы пойдут на дороги. Ну, как бы у нас много людей с воображением, но люди смогут посчитать, сколько в реальности куда ушло. Европа иногда, конечно, мне бывает трудно понять, почему вот такой-то там политик должен был сделать вот такое-то заявление, что через 3 года Россия нападет, через 4 года Россия нападет, через 10 лет Россия нападет. Ну, как бы это все, на мой взгляд, выглядит театром таким политическим. Но отношение к тому, что а Бог его знает, может быть, так сказать, война и когда-либо и разразится, это все-таки отрезвляет, это ослабляет популистов прежде всего. Потому что как только вы начинаете говорить об этом, вы сразу должны посчитать, сколько это стоит, сколько танков вам надо произвести, сколько людей вам нужно личного состава набрать, как вы будете их набирать, когда очевидно, что при подготовке, если вы собираетесь воевать, вам нужны большие резервы. И можно ли это, значит, каким-то образом обеспечить путем, если сохранится практика отсутствия призывной армии и так далее, и так далее. Вы начинаете обсуждать конкретные вопросы. Поскольку дьявол, как известно, всегда в деталях, то это в принципе правильно. И я думаю, что истина, не истина, но какой-то зрелый, прагматичный и, по большому счету, так сказать, потенциально успешный курс будет все-таки найден. Як вы лічыце, наколькі рэальна тая інфармацыя, якая з'явілася вот сёння, здаецца, таксама у СМІ наконт прапановы падзелу Украіны на 3 зоны. Там расійская зона, за якую будуць адказваць заходнія вайскоўцы, ну і вот, умоўна кажучы, там украінская зона. І на падставе вось такой прапановы ці магчыма дасягненне нейкага мира помеж Украиной и Россией? Путин сказал, что тут у нас несоответствие полное. Оно не стыкуется. Путин сказал, что пока идет война, никакие западные войска на территории Украины появиться не должны, это недопустимо. А когда будет мир, они там будут не нужны. Потому что Россия собирается соблюдать все договоренности. То есть, вот эта картинка, кто бы ее не рисовал. Я сказал тут, на самом деле, так сказать, людям, с которыми я это обсуждал, что это ужасно, потому что здесь как раз Европа начинает заниматься таким словотворчеством. То есть они и говорят об этой коалиции желающих. Кстати говоря, это один британский журналист очень остроумно использовал слово, то есть willing, да, по-английски, coalition of the willing, он назвал это coalition of the waiting. То есть, значит, коалиция ждущих. Ну вот, когда вдруг прозвучало решение, что вот они там все там дружно пойдут и расставят где-то эти войска там, я сразу сказал, что, значит, точно ничего такого не будет, и мира они не ждут. Потому что, потому что это обещать можно только если, опять-таки, сотрясать воздух. Это проблема, безусловно, для Украины. Этот конкретный план работать не будет. Я думаю, что план, вообще идея, что можно проскочить стадию перемирия и сразу выйти на мирный договор, это, я думаю, что тоже работать не будет. К сожалению, это означает, что мира в Украине не будет, и война будет продолжаться в тех параметрах, может быть, с немножко меньшей интенсивностью, но принципиально в тех же параметрах, что и сейчас. Давайте мы на завершение нашей программы звернемся, может быть, не до таких глобальных темаў, а может быть, такие яны вузка беларускія, хотя в принципе таксама даволі сур'ёзныя. Ну а я ведаю, что вы уважліва сочыце за ўсімі навінамі, якія тычацца як Беларусі, унутры Беларусі, там дзеяння рэжыма Лукашэнкі, так і дэмакратычных сілаў. І я хотел бы вот ваше меркаванне з нагоды тых
ну как бы як это сказать правильно, знікненняў ці той сітуацыі, якая адбываецца ў дэмакратычных сілаў, пачынаючы з сітуацыі з Анжелікай Мельнікавай, потым знікнення з Турцыі Котава, былога чыноўніка даволі высокага ўзроўню. Зараз вось гэтая сітуацыя незразумелая са спробай, ну как бы наехаць на латушку з боку таксама былой сяброўкі коорднацыйнай рады Карпушонак. Пра што это сведчыць? Гэта ну просто склалася так сітуацыя, што нейкія там дзеянні якія там нейкія там спецслужбы рыхтавалі загадзя, нарэшце спрацавалі, ці што гэта, ці это актывізацыя, ці вот як вам бачыцца ўвесь гэты працэс? Это все очень неприятно. Здесь ничего неожиданного нет. На самом деле скандалы и расколы внутри оппозиции, они ослабляли ее с первого дня. Так бывает часто, когда, так сказать, история политической иммиграции европейской, там, я не знаю, с кого начинать, она очень часто к этому приводит, что маленькие социумы устают друг от друга, тем более, если они изначально были не очень объединены. Начинается такое вот сектантство, если хотите. А здесь еще, безусловно, неизбежен был вот этот вот момент конкуренции за спонсорские средства. Значит, он, естественно, обострился с приходом Трампа, опять-таки, когда целый ряд структур, которые давали деньги политическим иммигрантам из разных стран, кого-то из них закрыли, у кого-то из них отняли деньги. Безусловно, обострилась внутривидовая. Знаете, есть такая фраза в биологии, что по мере уменьшения кормовой базы обостряется прежде всего внутривидовая борьба. Ну вот оно так и произошло. Это очень грустно. Это очень грустно, потому что как бы белорусская оппозиция упустила несколько очень важных моментов, потенциально, которые были способны стать таким трамплином, что ли, для них. И главным из которых было, конечно, начало войны. Да, вот эти события там весной 22 года белорусская оппозиция отдала на откуп Лукашенко все вопросы войны и мира. Это была главная их ошибка. Ну, сейчас, ну что я, как бы, слава богу, мне никогда не приходилось давать советы белорусской оппозиции. Я бы и сейчас никаких советов им не давал. Я думаю, что в каком-то смысле поезд ушел. То есть мне очень трудно себе представить людей, которые следят действительно за тем, что происходит, видят все эти скандалы и, несмотря на это, верят в то, что вот эти оппозиционные структуры способны когда-либо прийти к власти в Беларуси. Я думаю, что таких людей уже почти не осталось. И что тогда наперадзе чакае? І дэмсілы і вот всю гэту іміграцыйную суполку, дэмакратычную суполку просто растварыцца ў соцыуме тых краінаў, у якіх жывеш, і жыць сваім жыццём, ці ўсё ж таки магчыма, ну, нейкае перафарматаванне? В массе своей, да, это будет, так сказать, индивидуальная интеграция большого количества иммигрантов в те социумы, в которых они оказались. Какие-то... Ну, послушайте, у Беларуси существует вот это вот правительство в изгнании, которое там от 2018 года ведет свой отчет, да, своей политической субъектности. Ну вот оно может... То есть даже такое возможно. Но, если честно, да, я думаю, что речь идет о медленном затухании, так сказать, и о том, что значительное количество европейских нынешних людей, которые все еще пытаются сотрудничать с оппозицией, тоже так или иначе будет от нее отходить, потому что перспективы их прихода к власти они не видят. Ну, я хотел бы просто подсумаваць. Былі вялікія спадзевы, калі вось пачаліся гэтыя перамовы Трампа с Лукашенко, ну, ці скажем так, закіды з боку Трампа ў бок Лукашэнкі пра вызваленне палітвязняў, што зараз такім чынам ўсё ж таки пачнуць выходзіць палітвязні на волю, прычым вялікімі партыямі, і паступова з-за цікавасці атрымаць нейкія адносіны, паляпшаць
паляпшэння адносінаў ЗША рэжым пачне, можа быць, нават сцішваць рэпрэсіі, можа быць, там пачнуцца, хай там безумоўна не аднамомантныя, але паступовыя працэсы нейкай там пацяплення, лібералізацыі гэтак далей. Калі сыходзіць з вашых словаў про тое, што і гэта і не перамовы, і не будзе Лукашенко такімі вялікімі партыямі палітвязняў выпускаць, то спадзяванні гэтыя марныя, няма на што спадзявацца ў гэтым накірунку. Да, я думаю, что пока, так сказать, какого-то прорыва, ну, я не понимаю, откуда он придет, опять-таки, да. Я понимаю, что очень хорошо быть посланником, который приходит с какими-то позитивными месседжами, но у меня нет позитивных месседжей. Давайте порадуемся тому, что, как мы теперь узнаем, что в учениях «Запад-25» будет участвовать очень небольшое количество российских войск. Ну, давайте вот на такие новости обращать внимание. Но следить... Мне кажется, что все равно надо смотреть на то, что происходит внутри Беларуси. Прежде всего, там идут разные процессы, там идут разные тенденции. Опять-таки, они не очень обнадеживающие. Но, как знать, и в любом случае формироваться позыв к будущему опять, да, к переходу из нынешней стадии в какую-то другую, он будет формироваться внутри страны, а не за ее пределами. Зразумела, дзякуй вялікі. На жаль, трэба нам на сёння развітвацца. Я нагадаю, што з намі у эфіры быў дырэктар даследчых праграм усходняга партнёрства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадь Мошас. Дзякуй вялікі, спадар Аркадь. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.